Перевод группа Дизимания. Озвучено релиз группы CS Дизи специально для сайта dizimania.ru. Роли озвучивали Артем Борисов и Анастасия Гайдаржи. Никто не знает. Али, твой сын жив. Севда, теперь ты вмешиваешь моего покойного сына в свою ложь? Смотри, Севда, я не знаю, зачем ты гонишься, но лучше не делай. Не делай. Али, Севда, мой сын был убит. Я своими руками положил его в могилу на протяжении 5 лет. Мой сын не вышел из головы. Сердце все еще разрывается. А ты сейчас... Али, знаю. Знаю, очень тяжело в это поверить спустя столько лет. Но клянусь, я слышала своими ушами. Севда, хватит. Замолчи. Замолчи. Перестань нести бред. Смотри, я тоже была в шоке, когда услышала. Я слышала, как твоя бывшая жена говорила со своей мамой. Я не знаю, как они скрыли от тебя это. Хватит, Севда, хватит. Они скрыли от тебя, но твой Сулейман жив. Что ты за мать? У тебя совсем нет совести. Как ты можешь разлучить отца и сына? Что ты несешь? Какой ты страшный человек. Как ты можешь таким образом произносить имя моего сына? Это ты страшный человек. Я знаю, как ты прятала сына столько лет от отца. Не отрицай. Я слышала все, что ты говорила. Это слишком, хватит. Хорошо, хорошо. Вы не обижайтесь на нее. Видимо, вышло недопонимание. Севда, ты все не так поняла. Давай оставим. Пойдем. Пусть госпожа Азлем сама все расскажет господину Али. Давай, давай, доброго вечера вам. Оставь. Севда. То, что сказала Тукче, правда. Она бывшая жена Али. Но у него есть сын, о котором он даже не знает. Зовут Алиджан. Жив не Сулейман. У Али есть сын, о котором он и сам не знает. Давай, давай. Что тут происходит, Азлем? Что вы проворачиваете? Что Севда неправильно поняла? Что ты хотела мне рассказать? Это не то, что можно так рассказать. Сядем где-нибудь. Азлем, говори. Что хотела рассказать? Собирай вещи и убирайся, мерзкий тип. Потом ты решишь проблему с Наджми и его братом. Ты сделал себя частью этой проблемы, пилот. Маленькой и легкой частью. Если начнешь легкую часть, то и тяжелая будет легкой, так говорят. Дуйго, такие люди клянутся ночью, а утром о клятве забывают. Ты что ожидаешь увидеть внутри, дочка? Пилот там делает то, что у него получается лучше всего. Ильхан, ты постоянно что-то придумываешь у себя в голове.
Что, придумываю, Мираль? Я лишь говорю то, что есть. Папа, если внутри встретимся с тем, что ты говоришь, то я уйду отсюда с вами. Я даю тебе слово. Я больше не произнесу его имени. Слушай сюда, мерзавец. Внутри у меня гости. Но если ты и хочешь поквитаться, то назови мне место и время. И я приду. Директор, тебя посадили у дверей, а ты уставился на кассу. Родился никем, а умрешь директором. Дуйго, вы останетесь позади. Неизвестно, с чем мы там столкнемся внутри. Пилот, ты смелость оставил вместе с пистолетом? Ты был смелым парнем, пришедшим с улиц. Что значит звать полицию? Я не звал полицию, мерзавец. А ты позвал дьявола. Ты счастливчик. Снова повезло тебе. Разойдитесь, друзья, разойдитесь. Папа, будь осторожен. Ильхан, ты взял его грех на себя. Смотри, он позвал полицию. Алло, я хотела заявить. Да, молодец. Так и должно быть. Где-то что-то вышло, должен вызвать полицию. Они уладят. Вы правы, господин. Азлем, чего ты стоишь, говори же. Рассказывай, что ты скрываешь от меня. Али, я хотела рассказать дома. Перед нашим разводом Не тяни. у тебя есть еще один сын, Али. Останови машину, останови! Что ты делаешь? Останови машину, останови! Севда, прекрати. Останови, сказала. Севда, перестань. Оставь. Я не верю тебе, совершенно не верю. Кто знает, что сказал и обманул женщину? Не глупи. Сарп все пробил про женщину. Все узнал. Не забывай, ни одна женщина не будет лгать по поводу покойного сына. Ты заставил лгать. Останови. Останови, сказала. Останови. Постой. Я пойду и увижу своими глазами. Хорошо. Раз хочешь видеть своими глазами, то поедем и увидим. Давай, Сарп.
Уходи, пока никто не увидел. У тебя будут проблемы. Я ради тебя готов на все. Прошлой ночью ты ведь играла для меня на скрипке. Я хочу подарить тебе подарок. Ты, приближаясь, лишь притягиваешь. Тогда в чем проблема, Синан? В чем? Я не могу сказать. Что ты делаешь, дочка? Постой, с тобой что-то случится. Не буду стоять, папа, не буду стоять. Не буду стоять, пока не узнаю, где Синан. Зейнеп, почему ты не хочешь понять? Я не хочу расстраивать тебя. Сколько раз мы пережили это. Зейнеп, не делай то, о чем будешь потом сожалеть. Что будет, когда мы расскажем ему о том, что ты больна? Он разве не бросит тебя, как и другие? Потом кровать, постель и все одно и то же. Ты не вынесешь этого, Зейнеп. Все это не вынесешь. Ты вылечись, дочка, следи за собой, а потом будешь видеться сколько захочешь. Что ты сделал с Синаном, папа? Где Синан? Ничего я не делал. Я отправил его. Я позвонила домой, сказали нет. Значит, не пошел домой, откуда мне знать? Ты сделал что-то с ним? Ты сделал, папа? Где Синан? Я ничего не делал. Пожалуйста. Не расстраивай меня так. Не расстраивай, я не выдерживаю. Уладили с парнем? Как вы заказали, господин. Отныне не будет беспокоить госпожу Зейнеп. Ты... Ты что говоришь, Азлем? У меня есть еще сын? Да. Зовут Алиджан. Твой сын. Наш сын. Как ты можешь от меня такое скрыть? Не смогла сказать Али. После смерти Сулеймана я сильно испугалась. И пережила много боли. И ты тоже. Я испугалась пережить еще раз эту боль. Хотела сказать, что беременна. Если бы сказала, что будет еще один ребенок, то все бы услышали. И потом его бы убили. Я очень испугалась. Не смогла сказать. Прости, пожалуйста. У меня есть сын. Моя кровь и плоть, верно? Где он сейчас? Скажи, где? Отведи меня к нему, давай. Али, стой. Стой, есть еще то, что я должна рассказать. Это потом. Сейчас. Отведи меня к моему сыну. Давай. Али. Брат, не заявлял никто? Почему полиция окружила?
Не знаю. Нет смелости показать себя пилоту. Заявил и сбежал. Мы на месте? Едем. Но на место пилота. Он привел нас в участок, а я выколю ему глаза. Привет, красотка. Выпьем пару бокалов. Отойди. Не могу отойти. Я завис перед твоей красотой. Смотрите, мой любимый боксер. Если не уйдете, то будет плохо. Это еще с кем работает? Оставьте, я пойду, оставьте. Мы отведем. Оставьте, я пойду, отпустите. Мы знаем, куда тебя провести. Отпусти. Помогите, помогите, отпусти. Эзги, Помогите. Оставь. Эзги! Оставь, оставь! Я сказал, отпустите. Ты кто такой? Он мой возлюбленный. Боксер. Оставьте, мы пойдем. Я ее возлюбленный. Но не боксер. Зачем так говоришь, Эзги? Они проворачивают игры. Девушка, пользуясь этим парнем, ускользнет от этого дела. Уладим его и будем смотреть на волны. Вместе посмотрим на волны. Я тоже люблю. Нет. Мы с девушкой будем смотреть, а ты будешь смотреть в землю. Эзги, у них не осталось сил смотреть. Вместе посмотрим на волны. Посмотрим, Хюдаверди. Пойдем. Голова хорошо работает. Хорошо. Они до утра будут спокойно спать. Смотри, сынок. Прошлое — это тень человека. Всю жизнь следит за ним. Если с тобой что-то случится, и ты поступишь так же, как сегодня вечером, то есть вручишь работу полиции, будешь делать все законно, то тихонько избавишься от всего этого. К тому же, это тяжелый и длинный путь. Нужно бороться. Всегда можешь оступиться. Убейте их всех! В живых оставьте только пилота. Сынок, даю слово, я это сделаю. Давай, брат, подними трубку, пилот. Не время, видать. Господин, я выбрал путь. И я пойду до конца. Не думайте, все, что было в прошлом, там и осталось. Если хозяева ресторана проблемные, то мы можем найти тебе другую работу, если хочешь. Нет, нет. Ничего такого. Ведь всякое бывает. Всякие подобные проблемы. Но это прошло. Конечно, дорогой, прошло уже. Мы все очень рады, что вы начали работать в ресторане, так еще и стали директором. Клянусь, поздравляю еще раз.
Стыдно спрашивать, насколько у вас зарплата? Дорогой, спрашиваю, чтобы узнать, получаете ли вы достойно за свой труд. С утра до вечера на ногах не так легко. Не так ли? Я вытащила лукум, принеси кофе, дочка. Ты забыла? Принеси хотя бы, чтобы сладкое поели. Хорошо, мама, хорошо. Давай, давай. Вы оставили в прошлом свою прежнюю жизнь, очень хорошо. Очень хорошо, но дом и машина на месте, да? На месте. На месте. С вашего позволения, я отвечу. Ответь, ответь. Не уставая, звонит, наверное, что-то важное. Чего, видат? Я в гостях. Пилот. Он пришел с людьми и окружил место. Их много. Мы встряли, братец. Нас всех тут убьют. Что? Терпи, брат, я еду. Что такое? Что случилось? Это пожар. В ресторане пожар. Пожар? Что за пожар? В ресторане пожар, и я поеду, посмотрю. Я тоже поеду. Нет, нет. Не сильный пожар, мелкий. Уже потушили. Я пойду и посмотрю. Счастливо. Пусть все пройдет. Жаль. Пилот? Не стоило спускаться, Дуйгу. Я... Увидимся. Что это за спешка? Ты разве не сказал, что потушили огонь? Верно. Мы не попрощаемся нормально? Не прощаемся, потому что отныне мы всегда будем вместе. Видишь, как мы все переживаем, держась за руки. Да? Пусть все будет так хорошо. Не дай этому разрушиться. Не разрушится. Пожар. Пожар. Я пойду. Я посмотрю. Хорошо. Сообщи, когда едешь. Хорошо. Тут? Да. Спит сейчас. Али, послушал бы меня. Азлем. Потом, пожалуйста. Почему они сюда приехали? Тут их сын.
В комнате? Смотри сюда. Хорошо, смотри на эту картину. Мама, папа и ребенок. Для тебя нет места в этой картине. Пойми это уже. Али. Мы поговорим теперь.
Алиджан думает, что ты умер. Сколько еще ножей ты воткнешь в мое сердце, Азлем? У нас не было другого выхода. Все время спрашивал про тебя. Мама посадила его, рассказала. Сказала, что ты умер для него. А ты молчала, да? Как ты так со мной поступила? Ладно, ты не думаешь обо мне. Как ты поступила с сыном? Али, я была вынуждена. Была вынуждена, да? Вынуждена скрывать от меня сына? Bir insan babayı oğlundan ayıracak kadar zalim olmaya nasıl mecbur olur Özlem? Если мама потеряла сына из-за отца, может. Ты забыл, что мы пережили, Али? Сулейман умер из-за работы, которую ты не мог оставить. Я не могла позволить, чтобы Алиджан пережил ту же судьбу. Ради него и скрыла его от тебя. Ты всегда обвиняла в смерти Сулеймана меня. Ты знаешь, что я должен был быть целью этой бомбы, а не Сулейман. Если бы в тот день ты не уехала к родителям из-за глупой ссоры, то там был бы я, а не Сулейман. Değil ben olacaktım. Ты винишь меня теперь, да? Нет, это не я ищу виновных. Я никогда тебя в этом не винил. Потому что ни у тебя не хватило бы сил изменить. То, что написано в судьбе, не у меня. Не говори мне постоянно о судьбе. Ты не можешь очистить себя, перекидывая всю вину на судьбу. Годами я умоляла тебя. Просила, чтобы оставил работу. Ты дал слово, сказал, что оставишь, но не оставил. Из-за решения, которое ты не мог принять, я пожертвовала сыном. Мы много раз обсуждали это, Азлем. Не мог оставить. Столько жизней зависело от меня. Знаю, я не мог отправить этих людей на смерть. Ты не мог выделить время для своей семьи, думая о других. Вот поэтому я взяла Алиджана и сбежала. Ne olursa Что бы ни было, buna hakkı ты не имела права на это. Алиджан, как твой сын, так и мой. benim de oğlum. Onu ben Ужасно то, что ты таким образом его у меня похитила. korkunç. Ужасно. Не так ужасно, как взорвался Сулейман. Я сделала правильно. Потому что другого выхода ты не оставил, к сожалению. Чего вы кричите? Алиджан проснется. Добро пожаловать, Али. Ты сказала о состоянии Алиджана? Не смогла сказать мама. Дочка, почему ты не рассказываешь? Как рассказать? Он не в состоянии слушать. Только и говорит потом. Дочка. Мне сказать, что ли?
Ты показал ведь мне картину. Мне тоже показать тебе. Это дом. Это дом, моя могила. Когда бы я ни зашла в этот дом, умираю. Ты счастлив? Я не могу быть счастлив, пока несчастна ты, Севда. Смотри, ты чуть не рассказала все Али. Что бы было? Севда, ты не видишь происходящее? Разве не совпадение то, что твой отец убил сына Али? Судьба, все дороги ведет ко мне. Чего ты сопротивляешься? Все будет. Но нашего будущего с тобой никогда не будет. Увидим. Ведат. Терпи, брат. Я еду, сынок. Я успею. Дайго, позвонила, доехал пилот, что там такое? Он сказал, что позвонит, когда едет папа. Не звонил еще. Что ты хочешь услышать, Ильхан? Пожар на работе, что ему поделать? Не ехать, что ли? Что еще за пожар? Я совсем не понял. Мама, кто этот дядя? Наш очень важный гость, сынок. Добро пожаловать. Hoş bulduk. Ну, так сухо нельзя, да? Не пожмем руки? Давай, сынок. Пусть наш гость не чувствует себя плохо. К тому же, как хозяева, мы должны относиться очень тепло к гостю, не так ли? Добро пожаловать в наш дом. Чего-нибудь желаете? Да, мы вас угостим чем-нибудь. Нет. Или же... Постой, подумаю. Я могу попросить поцеловать вас в щеку. Если вы захотите.
Алиджан, ты за какую команду болеешь? Фенербахче. Я так и думал. Хорошо. Если хочешь, то можем поиграть в мяч в саду. Можно. Но я не буду стоять на воротах. Хорошо, я буду. Но пропускать голы не буду. Я буду бить. Хорошо, бери мяч. Алиджан. 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 Сынок. Сынок. Алиджан. Мама, вызови скорую. Он снова упал в обморок. Алиджан. Сейчас. Сынок. Сынок. Алиджан. Ведат, терпи, брат. Я приехал, я успел. Не успел. Господин директор, ты опоздал. Мерзкий тип. Если ты притронешься к Ведату, то ты не найдешь дырки, куда мог бы убежать. Ты больше не фантазируй. Я тебе скажу, что будет. Сейчас Ведат умрет. Не смей! Не смей ничего делать, мерзкий тип. Ты слышал меня? Я бы на твоем месте не забыл привезти с собой костюм для танцев. Ты не сможешь смотреть на то, как мучается пилот. Прощайся в последний раз. Сынок, если ты что-то сделаешь с Ведатом, я тебя... Благослови, брат. Сынок, постой, Ведат. Не делай. Терпи, брат. Я успел. Я успел. Не опаздывай, пилот. Будь тут, пока шкура твоего брата не остыла. Братец! Черт! Парень, послушай. Эрпутлу. Братец, не умирай. Не умирай. Я приехал, блин. Ведат. Севда, ты слышала о Синане? Нет, а что случилось с Синаном? Мы не можем дозвониться, дочка. Что значит не можем дозвониться? Не можем дозвониться, его нет. Да постойте, может он где веселится? Не знаю, телефон в машине забыл. Придет. Но столько часов прошло. Может, надо сообщить в полицию? Нельзя звонить в полицию, пока не пройдет 24 часа. Сейчас стойте, говорю, и не устраивайте панику. Где же этот мальчик? Позвоним его друзьям. Я звонила, дочка звонила, его нигде нет. Как нигде нет? Ведат. Братец! Ведат! Братец,
Ты в порядке, сынок? Слава богу, ты в порядке. Если бы Ферат не успел вовремя... Смотри, твой брат оказался верным. Не стал оставлять тебя одного даже при смерти. Арпутлу! Ты не на тех напал. Не возись с детьми, блин. Отец пришел. Выйди наружу. Бегите, выходите. Выходите наружу. Остановите его. Быстро. Босс, в эту сторону. Спасибо, брат Ферат. С Богом, сынок. С Богом. Однажды он пришел ко мне. Сказал: мама, у меня очень сильно болят колени. Я сказала: ты растешь, сынок, станешь братом. Он сказал: хорошо. Мне и так еще очень много нужно поиграть в баскетбол. Взял мячик, пошел в сад. Мой сыночек. Он такой хороший, с такими добрыми намерениями, Али. Из его глаз плескала жизнь. Потом однажды ночью его начало рвать. Он бессилен. Я уложила его на постель. Он сказал: мама, я не могу уже терпеть. Очень больно, я не хочу расти. Я побежала в больницу. Были сделаны тесты. Он столько крови отдал. Врач, как увидит, открывает эту тему, не позволяя говорить. Мой костный мозг не подошел. Лишь бы подошел. Я вытащила бы свое сердце, отдала ему, но нельзя. А теперь ты последняя надежда нашего сына. Хюдаварди, спасибо тебе большое. Ты вовремя пришел. Ты не бойся. Я всегда буду успевать к тебе. Никогда не исчезну. Кстати, прошу прощения за то, что солгала. За то, что ты сказала, что я боксер? Нет, за то, что я сказала, что мы пара. Но это же не ложь, Эзги, это правда. Ложь, Хюдаварди. Мы не пара.
Я тебя не люблю, не могу полюбить. Почему? Ну, не знаю, ты не мой тип. Ты толстый, некрасивый. Ты не та Эзги, которая так смотрит. Если бы ты так посмотрела, то это бы увидела. Ты очень изменилась. Али, врачи ждут, чтобы сделать анализы. С кем он в последний раз разговаривал? Ничего не сказал, уходя. Сказал встретиться с другом и ушел. Какой друг, мама? Не назвал никакого имени. Не знаю, дочка, не знаю. Ри, у меня плохие мысли. Он снова впутался в те дела, интересно. Нет. Нет, Синан не сделает. Он обещал, папа не сделает. Молодой парень. Не случится с ним что-то только потому, что он раз не пришел домой. Успокойтесь. Али, наш сын поправится. Вот увидишь. Я чувствую это. Доверься мне. Дай бог. Господи, прошу, оставь мне моего сына. Завтра отправьте Хюроглу наш последний подарок. Брат, мы покончим уже с Али? Эта ночь будет последней, которую Хюроглу проживет спокойно.
Посмотри на них. Как они красиво смотрятся, мама. У сына, которого я похитила от отца, чтобы спасти от смерти, единственный шанс остаться в живых — это его отец. От судьбы, оказывается, не убежишь. Вот бы я с самого начала сказала. Али, может, убавил бы свою боль существованием Алиджана. Мы совершили ошибку, мама. Какая ошибка, дочка? Спасти жизнь Алиджана? Пусть и он бы умер, как Сулейман, боже мой. Не позволяй на пустом месте совести тебя мучить. Это судьба? Мне нужно найти Синана, чтобы не было. Я ни за что не прощу тебя, если с ним что-то случилось из-за меня. Хорошо, дочка. Он будто бы сбежал. Мне надо найти Синана. Что бы ни случилось, если с ним что-то стряслось, папа больше и лица моего не увидит. Зейнеп, дочка. Ты делай, что я говорю, матушка Мирьям. Помоги мне, пожалуйста. Если папа узнает, что я тебе помогла, не узнает. Ты делай, что я говорю, прошу. Ах, Зейнеп, ах, что же ты заставляешь меня делать? Что здесь случилось? Не знаю, Куртбей. Я услышала шум, прибежала. Наверное, произошло замыкание. Зейнеп. Зейнеп сбежала. Найди мою дочь, Джан. Не целуй. Но ты очень сладкий. И даже самое сладкое, что я видел в своей жизни. Почему? У тебя нет сына?
На самом деле есть. Али, мы можем поговорить. Конечно. Сынок, мы сейчас же придем, хорошо? Да еще очень рано. Поспи еще немного, если хочешь. Ты не рассказал нормально по телефону? Как образовался пожар? Пожар образовался от плиты. Но это небольшой. Сработала пожарная сигнализация, люди запаниковали, и поэтому... А ты почему в такое время тут тогда? Я соскучился по тебе и пришел. Если будешь приходить каждый раз, когда соскучишься, кто за рестораном будет смотреть? Пусть смотрит, кто хочет. Я буду смотреть на тебя. Этого мне хватит. Здравствуйте. Кто такой пилот? Мы с госпожой Дуйгу хотели поговорить кое о чем. О, призыв на пятничную молитву. Ты ведь идешь? Конечно, конечно. Разве я могу не пойти? Я после обеда приду в ресторан. Да, приходи. Брат, этот Али все еще не пришел? Брат, мы не нашли его, на районе его нет. Как найдем, передадим пакет. Поспешите. Найди его. Не заставляй меня ждать. Али, разве можно так внезапно сказать ребенку, твой отец пришел? Zamanında siz yalan söylemeseydiniz, şimdi böyle bir sorun olmayacaktı. Когда придет время, скажем. Какая разница? Ты же рядом с сыном. Ладно, тише. Какая разница, так? Мой сын болен. Я не могу его назвать сыном. Он не может назвать меня папой. Вы знаете, что это значит? Я с ума сойду, клянусь, с ума сойду. Где этот ребенок? Где этот ребенок? Сестра Севда, сестра Севда. Зейнеп? Синан вернулся. Ты откуда знаешь, что Синан пропал? Мы были вместе. Где мой сын? Где? Не знаю. Что значит не знаю, Зейнеп? Дочка, с Синаном что-то случилось? Скажи. Нет, мы были вместе. Папа разозлился, увидев нас вместе. Он сказал, что ничего не делал, но раз он не пришел... Минутку. Кто твой папа? Курт Бэй. Где этот человек? Что он сделал с моим сыном? Где ваш дом, дочка? Давай пойдем, пожалуйста. Если Синана похитил Курт Бэй, его никто не сможет забрать из его рук. Все это было, чтобы поссорить нас, Али. Но он не сумел. Я не хочу найти тебя в могиле. Мама, ты не волнуйся. С Синаном ничего не будет, хорошо? Я сейчас пойду к Али. Он найдет Синана, хорошо? Ты не волнуйся. Спаси Синана. Хорошо, хорошо, не волнуйся. Севда, может, и мы пойдем, дочка? Ты никуда не ходи, папа. Мне нужно найти Али. Зачем Али тебе помогать, Севда? А чего ты путаешь Али с собой, Уйгар? Он поможет всем нуждающимся.
Какие у тебя красивые игрушки. Я стану пожарным. Öyle mi? Да? Ben de küçükken Знаешь, и я в детстве хотел стать пожарным. Правда. Evet. Да. Как тебя зовут, дядя? Меня зовут Али. Мама, смотри, прямо как мое имя. Да, сынок, именно. Ты слышал, что имам сказал о полном омовении? О чем? О полном омовении. Имам сказал, что 60% молодежи не умеют делать полное омовение. Он прав. Имам прав. Не только полное омовение. И на пятую молитву не ходят. И так без полного омовения невозможно ни одна молитва. Невозможно. Невозможно ведь? Невозможно, конечно, сынок. Без полного омовения невозможно ни одна молитва. Конечно, не может быть. Разве может быть? Без полного омовения даже дела не будут складываться у человека. Так говорят. Ладно, мне нужно успеть в аптеку. Пусть Всевышний все примет, сынок. Спасибо, господин. Пусть Всевышний примет. Без полного омовения невозможно. Конечно. Нельзя. Кудаверди. Брат пилот, иди-ка сюда. Пусть Всевышний примет. Пусть Всевышний примет. Возьми-ка малое омовение у фонтана. Посмотрю, правильно ли делаешь. Я же раньше брал малое омовение, брат пилот. Я же сдавал экзамен, не помнишь? Да, то есть сдавал, но это другое. Это другое омовение. Другое омовение? Идем со мной к фонтану, хорошо? Я, увидев воду, вспомню. Идем. Идем. Нет их дома, ты попусту стучишь. Извините, вы знаете, где хозяева этого дома? Их дети заболели, поехали в больницу. Интересно, в какую больницу? Здесь ниже есть одна больница, туда поехали. Могу описать, если хотите. Хорошо, сейчас идите прямо по этой улице. Али не выдержит, мама. Что не выдержит, Эзлем? Отец сказал, дядя сказал, какая разница? Главное сейчас то, что Али жив и здоров. Так, мама, конечно, так. Пусть только костный мозг подойдет. Я не хочу ничего другого. Не плачь. Ребенок смотрит, увидит. Полное омовение. Я же сказал тебе, пошли к фонтану, когда увижу воду, вспомню. Полное омовение. Полное омовение? Это очень важное омовение. Понятно. Без него ничего невозможно. Поэтому ты сейчас возьми и сделай полное омовение. Посмотрим, как ты делаешь, правильно или нет. Что ты смеешься? Здесь нельзя, брат пилот. Мне стыдно. А где будешь делать? Если хочешь, пойдем в баню. Там возьму полное омовение. Причем тут баня?
Хорошо. Я тебя потом свожу в баню. Сколько хочешь будешь мыться и париться, хорошо? Теперь возьми полное омовение, только без отговорок. Давай. Сначала говорим с именем Всевышнего. Говори. Говорим, намереваясь ради довольства Всевышнего взять полное омовение. Молодец, молодец. Затем 3 раза в правую ладонь наливаю воду и ополаскиваю рот до глотки. А затем... Затем правой ладонью втягиваю 3 раза воду в нос и хорошенько промою. После этого с головы до ног налью воду. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Беру полное омовение, брат пилот. Как так? Это в одежде делается? Нет. Ты ведь здесь. Мне стыдно. Не смогу раздеться. Как делается это омовение? После головы наливаю воду на правое плечо, затем на левое плечо. Затем моюсь с головы до пальцев ног, так, чтобы на голове не осталось ни одного сухого места. Разве это не... Это большое омовение, как я знаю? Да, это большое омовение, это одно и то же. Я-то думал, что-то упустил. Еще и намочил всего себя. Иди, надень что-нибудь, заболеешь сейчас. Нет, брат пилот, я не заболею. Эзги мою душу сожгла, лучше стало, я освежился. Ты и так был влюблен. А теперь тем более, весь промокший до ниточки. Промокший до ниточки, промокший до ниточки. Господи. Сильно вспотел. Али. Немного заскучал, сейчас начнет бегать. Чтобы не вспотел, мы поднимемся в палату. Хорошо. Сказали, когда выйдут результаты? Ждем. Как выйдут, сообщим, сказали. Хочешь воды? Пилот, привет. Привет. Добро пожаловать. Я кое о чем хотела поговорить с тобой. Прошу. Не знаю, как о таком говорить. Я работала в одном месте. Уволили с работы. По финансовым причинам. Я слышала, что ты здесь директор. Вот так. Конечно, конечно. У меня сейчас есть одно дело. Ты приходи в дирекцию, хорошо? Там обсудим, на какую должность тебя взять. Что ты будешь делать? Хорошо. Хорошо. Пилот. Что здесь происходит? Ничего, это госпожа Тукче пришла, попросила работу, а я давал работу. Да. Мы говорили о работе. Я тогда пойду. Увидимся, пилот. Хорошо. Еще и говорит, увидимся. Вчерашний пожар. Это была... Это женщина. Нет, при чем тут она? Пожар был. Сгорела. Что сгорело? Покажи мне.
Остановитесь здесь. Али, Что ты здесь делаешь? Синан. Синан исчез. Ну, а я что могу сделать? Надо было пойти в полицию. Полиция не может ничего сделать. Почему? Синана похитил отец. Господин Курт? Да. Мы встречались с Синаном. Отец не разрешал нам говорить. Али, прошу, что-нибудь сделай. Найди Синана, прошу. Не потому, что он твой брат, а потому, что человек, который нуждается в помощи. Знаю. Знаю, поэтому пришла к тебе, пожалуйста. Телефон. Господин Курт, ты забрал парня по имени Синан. Сейчас же отпусти его. Тебя это не касается, Али. Понапрасну не подвергайся опасности. Мне нужно поговорить с ним с глазу на глаз. Вы ждите здесь. Я вам сказал, останьтесь здесь. Нельзя, Али, это касается моего брата. Синан похищен из-за меня. Хорошо, я буду говорить, но один. Али, пожалуйста, я не выйду из машины, пока не увижу брата на свободе. Что стоишь? Покажи мне, где сгорело. Там... Сказал же, так, по мелочи. По мелочи. Такой маленький пожар был. Все позади, слава богу. Сейчас же покажи мне этот маленький пожар. Там, на кухне. Хорошо, пошли. Давай. Где? Где сгорело? Вот здесь. То есть, такой маленький, но в итоге из-за пожара сработала сигнализация. Люди запаниковали. Легкой работы. Спасибо. Вот, здесь все сгорело. Пилот, чтобы я больше не видела здесь ту женщину. Вы примитесь за работу? Господин, утром случилось небольшое происшествие. Произошло возгорание от печи. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы примитесь за работу?
Господин, обшарили место. Место, куда пошла госпожа Зейнеп. Что ты сделал моему брату? Говори, что сделал? Это преступление, что он встречается с твоей дочерью. Где Синан? Быстро отпусти Синана, быстро! Что случилось, Али? Или на этот раз ты похитил дочь из дома? Я никого не похищу, господин Курт. Если мне кого-то забрать, то я зайду с главного входа и заберу, ты знаешь это. Я пришел забрать Синана. Где он? Ты что-то сделал Синану, отец? Скажи, что не сделал, прошу. Отдай брата. Отдай брата! Севда, успокойся. Я здесь. Али, пройдем внутрь. У меня есть дела, господин Курт. Отдай парня, и я пойду. Заходи, выходи не будет. Али, это не связано с тобой. Пока этот парень не согласится не встречаться с Зейнеп, он останется у меня. Либо он откажется видеть солнце, либо откажется видеть Зейнеп. Отдай брата! Отдай брата! Севда, успокойся, я сказал. Господин Курт, ты не можешь так сделать только потому, что он полюбил твою дочь. Отдай Синана, и я с ним поговорю. Ладно, Али. Пусть будет так. На этот раз пусть будет так. Этот парень в течение часа будет дома. Если он снова повторит ту же ошибку, ты заберешь труп этого парня. Пошли, дочка. Спасибо, брат Али. Тухче больше не сделает ни шагу сюда. Дойгу, смотри. Девушка нуждается. Пришла, попросила работу. Что надо было сказать? Разве подобает прогонять? Она специально делает. Что делает специально? Любит тебя. Положила на тебя глаз. Не понимаешь? А я на тебя положил глаз. Не понимаешь? При людях что ты делаешь? Вечером. Говорю. Погуляем? Где? Где-нибудь, где сможем побыть вдвоем, наедине. Говоря вдвоем, вдвоем мы поужинаем. Место, где сможем поужинать, вот так. Хорошо. 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 Тогда вечером в 8 забери меня из дома. Синан, ты очень напугал меня. Давай сейчас позвони маме, не позволяй еще больше переживать. Женщина сама не своя. Я рядом с братом Али. Хорошо, передам. Давай позвони. Пока.
Синан очень благодарит тебя. Передает привет. Кстати, и я благодарю. Я сказал, что сделаю это не ради тебя. Я поеду в больницу. Куда тебя подвезти? Али, ты все еще ничего не рассказал. Что с твоим сыном? До встречи. Вечером в 8 увидимся. Не забудь. Не забуду. Вот так попрощаешься? Теперь пойдет? Конечно. Вечером увидимся. Брат-пилот! Что такое, Хюдаверди? Я могу у тебя спросить? Спрашивай. Ты ведь мне прошлой ночью подсказал одну тактику. Я убегаю, а Изги гонится за мной. И? Брат-пилот, ты можешь дать мне новую тактику? Ты сначала скажи, в чем проблема, потом дам. Изги сказала мне, что я толстый и некрасивый. У меня не выходит из головы то, что она сказала, брат-пилот. Проблема большая, Хюдаверди. Раз Изги тебе сказала, что ты толстый и некрасивый, значит, будешь использовать харизму. То есть будешь надевать одежду, притягивающую внимание, будешь пользоваться хорошими духами. Когда будешь ходить, то будешь ходить так, чтобы она заметила. Будешь все время встречаться ей на пути в неожиданных местах, понял? Что ты от меня хочешь, Севда? И с братом твоим все хорошо. Али, что с твоим сыном? Все хорошо? Я спрашиваю, ты не отвечаешь, я волнуюсь. Ему нехорошо, Севда. Совсем нехорошо. Он ожидает пересадку костного мозга. Я очень расстроилась. Севда, почему ты не ведешь себя как замужняя женщина? Оставь меня уже в покое.
После этого все, что будет видеть твои глаза, будет покрыто кровью, Хирогу. Ну, не целуй. Али, что происходит? Можешь дать мне свой телефон? Якуб, найди мне сейчас же местонахождение Ташкафы. Хорошо, Али, мне потребуется немного времени. Как найду, скажу тебе. Хорошо, жду. Брат, мы нашли Али. Молодец. Начните подготовку. Последняя поездка Али будет немного длинной. Соберитесь. Дядя Али. Лев мой. Что ты делаешь? Что делают твои друзья пожарные? Ты когда-нибудь видел пожарную машину? Да, видел. Эти машины очень большие, и они поливают водой, знаешь? Меня тоже возьмешь с собой? Дай подумать. Возьму. Обещаешь? Обещаю. Севда, Али, я тебя вместе с сыном... Севда. Что вы тут делаете? Чудо-верди. Что за вид, сынок? Одежда, притягивающая внимание, притягивает внимание. Брат-пилот дал правильную тактику. Ну как, красиво? Дети, вы отойдите немного. Идите в другом месте поиграйте. Чудо-верди, что это за вид? Почему ты надел такое? Люди смеются над тобой. Но брат-пилот дал такую тактику. Он сказал, надень притягивающую внимание одежду и предстань в таком виде перед Изги. Ты это надел ради меня? Да, ради тебя надел. Мне снять? Как ты красиво любишь меня. Я пришла сюда, чтобы пожелать скорейшего выздоровления. Прошу прощения за сказанные вчера слова. С вашего разрешения. Проходите. Пусть все останется позади. До встречи, Алиджан.
Слушаю. Я Якуб. Могу ли я поговорить с Али? Али, кто-то по имени Якуб хочет поговорить с тобой. Госпожа Узлем, смотрите. Это вы на меня посмотрите. Больше не смейте совать свой нос в нашу жизнь. Пусть все знают свое место, понятно? Доброго дня. Мама, почему ты разозлилась? Нет, я не разозлилась. Разве может быть такое? Tamam. Хорошо, Якуб. Остальное я уложу. Sağ ol. Спасибо. Ты гонишься за теми, кто привел в такое состояние твою машину. Куда ты идешь? Ты не ответишь мне? Али. Али. Али, не уходи. Пожалуйста. Севда, оставь меня и уйди уже. А если с тобой что-то случится? Твой сын. Думай о сыне. Думай о сыне, пожалуйста. Севда, я и так думаю только о сыне, только о нем. Sadece onu. Хюдаварди, я хочу тебя полюбить, но не получается. Почему не получается? Я хочу тебя любить, и у меня получается. На самом деле я тебя люблю, но не так, как ты этого хочешь. Тогда я буду любить тебя так, как ты хочешь. Ты сможешь? Я тебя полюблю в любом виде. Давай будем друзьями. Спутницей по жизни? Я тоже про это говорю. Будем. Давай будем спутниками по жизни. Мы говорим не об одном и том же. Почему? Ты тоже сказала любовь. Я тоже сказал любовь. Мы влюбились друг в друга. Хюдаварди, я не влюблена в тебя, но ты очень хороший человек. Давай будем друзьями, хорошо? Давай сначала будем друзьями, а потом спутниками по жизни. По очереди, да?
Я заставлю тебя съесть гильзы пуль, которые ты выстрелил. Брат, к добру ли? Что-то случилось? Иди, пилот. Ты как раз вовремя пришел. Иди, я тебя научу, как охотиться за охотником. Брат, ты спас жизнь моего брата Видата, я не смог тебя нормально поблагодарить. Хотел поблагодарить и уехать. У меня же другие дела. Ну иди же. Дела свои потом сделаешь. Эта добыча не уйдет. С таким ты уже не столкнешься. Зейнеп, дочка, твои результаты немного нестабильны. Есть что-то, что расстраивает тебя в последнее время? У меня папа есть, этого недостаточно. Что он снова сделал? Он во все вмешивается, дядя Митин, во все. Из-за того, что я встретилась с одним парнем, он меня в комнате закрыл. Как ты мог такое сделать, Зейнеп? Ты пытаешься ее убить, господин Курт? Я был вынужден это сделать. Она встречалась с одним парнем, и я не мог не помешать этому. Почему же? Это ты сказал мне, что внезапная смена чувств, сильная радость и сильное расстройство может быть опасна для жизни Зейнеп. Я сделал все, чтобы защитить жизнь своей дочери. Ты все не так понял, господин Курт. То, что ты сделал, не несет для здоровья Зейнеп никакой пользы. Наоборот, заключать ее где-то, закрывать в комнату нельзя, потому что это может стать причиной для новых травм. Она будет еще больше расстраиваться и страдать. Если ты все еще не понял, к чему может привести эта ситуация, тогда я тебе расскажу все, что может произойти. Ладно. Замолчи. Господин Курт, оставь Зейнеп в покое. Свободная жизнь позволит ей стать счастливой. Ты не можешь продлить ей жизнь, закрывая ее дома. Роглу. Добро пожаловать в ад, Хероглу. Ты будешь первым, кто войдет в ад, еще не умерев. Я не хочу, чтобы ты обо мне заботился, папа. Я очень устала от твоей заботы. Зейнеп, это не делай. Зейнеп, туда не ходи. Зейнеп, с этими людьми не общайся. Зейнеп. Зейнеп, если ты все еще хочешь видеться с этим парнем, то пожалуйста. Если, конечно же, он все еще сам хочет этого. Кто знает, как ты его заставил сказать те слова? Что ты сделал в этот раз? Похитил его семью? Нет ничего такого. И отныне не будет. Послушай, я больше не хочу, чтобы ты расстраивалась. Все будет так, как ты хочешь.
Ты серьезно? Зайне, я больше не хочу, чтобы ты расстраивалась. Нисколько. Я знаю, как сильно ты меня любишь. Я тоже очень люблю тебя, когда ты не злишься на меня. Ташкафа на самом деле чокнутый. Неизвестно, что он скажет и сделает. Странный человек. Учитель, как ты попал в руки этого Ташкафы? Пилот, что ты делаешь с такими людьми? Разве ты не поклялся? Честно, все не так, как ты думаешь. Он спас жизнь Ведату, а я пришел, чтобы сказать спасибо. Иначе у меня нет дела с такими людьми. Хорошо, если так, то помоги мне выйти отсюда. Учитель, ты правильно говоришь, хорошо говоришь. Но я обязан ему жизнью. Тем более, человек друг моего отца. Ладно, и это не важно. Отложим все в сторону. Как я тебя отсюда вытащу? На улице полно людей. Если я тебя развяжу, то в первую очередь меня застрелят. Он идет. Сколько я просидел в тюрьме, столько же ты будешь находиться в этом аду. А потом умрешь и попадешь в другой ад. Меня убьет, а потом похоронит он. Если Всевышний мне поможет, то никто не посмеет меня убить. Если он оставит меня без помощи, то никто, кроме него, не спасет меня. Про тебя говорили, что ты поклялся, а я не верил. Значит, правда. Человек может забыть прошлое, но прошлое не забудет человека. Сейчас я соберу все твое прошлое и кину на твою шею, и погублю тебя. Брат, в чем виноват этот человек? Ты с ним не майся. Дай мне. Я с ним лично справлюсь. Ты не вмешивайся. Я так ему отомщу, что не то, что тебе. Я его смерти не доверю. Давай. Добавляй. Брат, он умрет. Не умрет. Этот человек, как и я, так быстро не умрет. В свое время я прошел через такие препятствия. Почему у тебя все еще грустное лицо?
Папа же разрешил видеться с этим парнем. Он разрешил, но не знаю. Интересно, он был прав в том, что запрещал, чтобы кто-то в меня влюблялся. Как это понимать? То есть, если Синан узнает о болезни, то узнает о том, что влюблен в девушку, которая может умереть в любой момент. Мы же договаривались, что не будем об этом думать. Не знаю, мне кажется, что, позволив Синану любить меня, я проявляю самолюбие. Зайнеп, это совсем не так. Почему ты так думаешь? Ты дай ему возможность тебя любить. Я уверена, что ты не пожалеешь. Красивая девочка моя. Сестра Дуйгу, у тебя есть лекарство от любви? Для кого, Хюдаварди? Эзги пытается меня полюбить, но у нее не получается. Есть ли лекарство, которое позволит Эзги полюбить меня? Нет. То есть пока что такое лекарство не придумали. Но смотри, я тоже сначала не любила пилота. Потом что-то произошло. Дела изменились. Легкой работы. Вы видели Али? Нет. С учителем Али что-то случилось. Он отправился в опасное место. Я ждала, но он не пришел. Я посмотрела здесь, но в районе его нет. Папочка! Папа! Папочка, папочка, я вылечился! Я очень люблю тебя, папа. Я очень люблю тебя, папа. Очень люблю. Брат, но разве это уже не слишком? Даже если я привяжу к нему все центральное электричество, мне не станет легче. Брат Фарад, если ты убьешь этого человека, то не сможешь отомстить. Мне кажется, тебе стоит это выключить. Пусть дышит как человек. А ты правильно говоришь. Выключай. Теперь ты единственная надежда нашего сына. Учитель Али все еще не использует телефон, да? Нет, не использует. Сестра Севда, мой учитель Али начал использовать телефон, когда влюбился в тебя. Но когда ты бросила его, он перестал и телефоном пользоваться. Почему ты бросила моего учителя Али? Когда Эзги бросила меня, она сказала, что уехала за пределы города. Может, и учитель Али уехал за пределы города? Босс.
Ты продолжай, пилот. Ранее я еще не сталкивался с человеком с такой толстой шкурой. Это Али Хироглу, последняя легенда. Как скажете. Учитель, каких врагов ты себе нашел? Пилот. Сегодня мне нужно выбраться отсюда живым. Помоги мне. Вызвали меня отсюда. Смотри, учитель. Я продумал все варианты. Но отсюда выхода нет. Абсолютно защищенное место. То есть выхода нет. Севда, если будут какие-то новости, мне сообщи, хорошо? Хорошо. Легкой работы. Я тоже с тобой пойду, сестра Севда. Хюдаварди время намаза? Может, Али сейчас в мечети? Нет, сейчас не время намаза, сестра Севда. Где же этот человек? Может, еще раз посмотрим в магазине? Можно, посмотрим. Давай посмотрим. Ты не бойся, сестра Севда. С моим учителем Али ничего не случится. Дай бог. Брат, смотри, этот человек рассказал историю своей жизни. Он очень сожалеет. Он просит у тебя прощения. То есть ты старше. Тебе не к лицу поднимать руку на того, кто просит о пощаде. Человек и так превратился в труп. Недостаточно этого наказания? Недостаточно, сынок. Недостаточно. Даже после смерти не оставлю его в покое. Босс, мы опаздываем, нас ждут. Выходим. Он будет здесь гостем. До самой смерти. Брат, пилот отправился вместо Ташкафы. В таком положении нам не хватит сил противостоять Ташкафе, но пилот без защиты в одиночку расхаживает повсюду. Как выйдет из места, последите за ним. Расстреляйте, покончите с ним. Брат, говорят, что за этим Али стоит господин Курт. Вдруг потом возникнут проблемы. Если такой смелый, пусть придет и заберет. Да как я вызволю человека, которого не сможет спасти господин Курт? Ладно. Что ты несешь, сынок? Нет, ничего, брат, ничего. Я дал приказ своим людям. Если решат провести операцию, при первом же звуке выстрела Али Хироглу умрет. Сестра Севда, у меня есть ключи, если хочешь, открою. Хюдаварди, что я буду делать с ключами? Мне нужен Али. Где же этот человек? Дочка, что ты здесь делаешь? Не поняла? Ты словно демон, но обвела вокруг пальца мужчину, похожего на ангела. Не осталось ничего, что бы ты ни сделала. Ты взяла и бросила. Отправила в тюрьму, да еще и вышла замуж за другого человека. Почему ты все еще ходишь здесь? У тебя совсем нет стыда, что ты за девушка такая? Это я, что я? Когда я впервые тебя увидела, сказала, какая милая, очень приятная девушка. Конечно, все мы люди. Не овощ же, чтобы понюхать и купить. Hüdaverdi, ben Хюдаварди, я иду в больницу. gidiyorum. Sen
А если получишь какие-то новости, сообщишь. Хорошо, сестра Севда. Хюдаверди, не подпускайте ее близко. Пусть не ходит здесь, пусть оставит в покое учителя Али. Этот район нуждается в учителе Али. Очень расстроилась сестра Севда. Очень расстроилась. Где он, сынок? Клянусь, учитель, если ты выберешься оттуда живым, ты действительно человек с большой буквы. Браво тебе. Спасибо тебе, пилот. Телефон внутри остался. Я доверился тебе, пилот. Чего ты ждешь, чтобы я сделал, учитель? Ты хочешь, чтобы я взял в руки оружие и перестрелял всех? Они меня прикончат, не успев я убить даже половину из них. Ладно, забудем все. Но смотри. Они нацепили на тебя слоновую цепь. Я даже замок от нее не смогу открыть. Смотри, учитель. Я тебя не оставил. Пришел к тебе. Но скажи мне, чего ты хочешь, чтобы я сделал? Дай мне этот гвоздь, что лежит на земле. А что ты будешь делать с гвоздем? Ты делай то, что я говорю. В остальное не вмешивайся. Теперь выйди наружу. Пусть не заподозрят. Как скажешь. Большой удачи тебе. Клянусь, если ты смог выбраться из этого ада с одним гвоздем, браво тебе, учитель. Учитель, это дело между тобой и Ташкафой.
Нет возможности решить это дело мирным путем? Yok. Нет. Пока один из нас İkimizden biri не окажется в toprağa земле, düşmeden мира не будет. olmayacak. Не делай так, учитель. Этот человек друг отца. Я ему жизнью обязан. Sen bu savaşa Ты не обязан dahil olmak впутываться в zorunda эту değilsin. войну, пилот. Dahil olma da Да и zaten не впутывайся. git restoranın Иди и başında стой во главе своего ресторана. sözüne sadık. Останься верным своему слову. Они уничтожили машину, чтобы тебя не нашли по ней. Давай, я довезу тебя до места, куда тебе нужно. Eyvallah. Давай, спасибо. Брат, почему пилот так сильно задержался? Может, он поехал другой дорогой? Нет. У этого места нет другой дороги. Этот мальчишка проедет здесь. Алиджан, твоей мамы нет? Она пошла к медсестре. Хорошо, а папы нет? Он совсем не звонил? А мой папа умер. Али, я тебя вот так с твоим сыном. Sevda. Алло, Азлем, Али, где ты? Я беспокоила за тебя. Пришла в район, не могла найти. Ты в порядке? Севда, что этот телефон делает у тебя? Я в больнице. Ждала. Где госпожа Азлем? Кажется, пошла поговорить с медсестрой. Что-то случилось? Результаты появились, к вашему сведению. Что? Результаты вышли? Костный мозг подошел, Севда? Скажи же. Хорошо, хорошо, стой, успокойся. Сейчас узнаю и сообщу тебе. Босс, едут. Готовьтесь. Госпожа Азлем? Господин доктор, Госпожа Азлем, вышли результаты. мама, иди, результаты вышли. Господин доктор, прошу, скажите мне, что костный мозг подходит. Прошу. Результаты совпали. Костный мозг, который мы возьмем у господина Али, спасет Алиджана. Мое дитя. Мама. Мама, слава богу. Слава богу. Али. Али, костный мозг подошел. Алиджан спасен.
Господи, слава тебе. Мой внук будет жить. Да. Что такое, учитель? Что за радость? Али. Али. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş anlarım bazı. Gönüle sev.